Добрый вечер, друзья! Я Петр Цепандин, Якутия-24, и мы с программой «Просто вкусно» опять выходим в эфир. Мы находимся в городе Мирный, и у нас сегодня в гости пришел большой человек, реально физически большой человек, Алексей Кныш, президент джиперского автомобильного движения «Медведь». Правильно? Я чуть-чуть ошибся. Член географического общества, автопутешественник, спортсмен, красавчик. Алексей, привет. Здорово. Да, здорово. Спасибо, да. что позвал. Объясняй концепцию программы. Мы здесь собираемся, зовем в гости наших друзей и заставляем их готовить. Я понял. Да. Ты мне сказал, что ты не умеешь готовить, но тебе все-таки придется. Я смотрю, у тебя даже фирменный пакет. Да. Вот, автоклуб «Медведь». Ну, нам уже 5 лет. 10 лет уже. уже. 10 лет, да. И с чем ты сегодня к нам пришел? Я сегодня пришел с рыбой. Да. Предлагаю ее вытащить. Конечно. Ага. Налим. Налим. Красавец. Красавец, налим, Никодим. Вот такой вот Ага. у нас. Так, это сложим. Да. Хочу поделиться рецептом. Да, я обычно так вот, как на кухне, профессионалы не готовлю, но в полевых условиях каждый умеет, мужчина должен что-то Ну, если ты уметь автопутешественник, приготовить. сам да, Бог велел, кто тебе еще конечно. будет готовить-то там, да? Согласен. Ага. Этот рецепт, на самом деле, тоже член нашего клуба, Пашка Алпиев, посоветовал, сделать это блюдо. Это блюдо делал его отец еще. Угу. То есть оно очень сытное, оно просто делается. Я его готовлю первый раз. Да. Так что, Нужно пожелать удачи. да, нужно пожелать удачи. Ингредиенты все готовы. Ага. Тут нужна, рыба сама, лук, картошка, соль, специи и вода, всё. Собственно, все, что может найтись где угодно, когда ты автопутешествуешь. Да. Да? Ничего Так и есть. такого, так и Да. есть. Поймал рыбу, все остальное есть. Да, поймал на рынке рыбу хорошенькую. Я ее уже почистил. И, в принципе, можно начинать. Давай, да, начинать. можно там Время, салфеточку. Да. время у нас не резиновое. Да, давай, это тебе дам, вот это себе еще тоже возьму. Так, первым делом, я ее почистил, да. Мы отрезаем голову. Так, ладно. Потому что она нам не нужна для наших целей. Ага. Так. Самое главное, тарелочку можно? Давай. Самое главное, что в налиме? Макса. Вот это вот самое главное. Да. Печень. Печень, да, Налим Макса. славится печенью. Вот какая. Отлично. Печень, это она, у нас самый главный, последний ингредиент. Не забыть бы его Положить, да? сверху, да. Давай, я тебе буду помогать вот здесь немножко. Вот так мы сейчас уберем все потроха. Так, икра Убираем. даже есть. Даже икра есть. И корочка. Это самочка получается. Получается, да. Девочка. Так, Ну и корочку мы отдельно пожарим, нельзя такое выбрасывать. само собой. Так, это мы выбросим. Это, Это мы все забираем. сейчас мы это все тут очистим. Чуть-чуть почистить. Так, в воде потом раз, эту икорку. Икорка нам еще пригодится. Так, Понадобится. Все. Опа. Ага. так, Как ты будешь ее готовить? значит, мы ее будем тушить. Ага. Так, сначала мы сделаем вот такую штуку. Давай, я тебя попрошу картошку почистить, Пожалуйста. а я начну потихонечку резать кружочками нашего налима. Да, и мы между делом разговариваем. Да. Алексей, ну вот, да, мы только-только познакомились, как говорится, да? Расскажи о себе. Откуда ты? Мама, папа, партийное образование, О, партийная принадлежность, национальность. родился я на Украине. Ага. В советское время с родителями, как все сюда приехали за целевым чеком. Я в садике ходил в городе Удачном. Потом уехали, когда заработали на машину. Север же не отпускает просто так. Один раз приехавший сюда, обязательно вернешься. Но я отвернулся. И здесь я уже больше половины своей жизни, 26 лет. Поэтому в кто я по Якутии. национальности? Ну да. Вопрос. Гражданин мира. Да. Вот. Занимаюсь общественной в основном деятельностью, то есть хобби моя общественная деятельность. В 2010 году мы зарегистрировали при поддержке и, скажем так, инициативе наших друзей внедорожного клуба «Мамонт», город Якутск. Да, якутский есть. Да, это наши старшие товарищи. И, в общем-то, они
нам подсказали, как это все регистрируется в Минюсте. Вот. И мы решили зарегистрировать наш клуб для того, чтобы официально проводить соревнования в городе Мирном. С 2010 года ежегодно проводим мероприятия. Правда, в этом году, ну, в 2020 из-за пандемии, Ну, само собой. да, одного мероприятия не было. Все отменилось, да? Ага. Да. Так, нам бы нужно поострее. Ну, что, он не режет, да, совсем, да? Нет, это просто, наверное, кости. Ну, попробуй вот этим, да? А ну-ка. Просто ты, наверное, в кость попал. Чуть право-налево пойдет, мне кажется. Сейчас. Вот. Вот, ну, да, ты начал рассказывать. Точнее, продолжай. Ну вот. Ну, удалось провести, как сейчас уже модно, онлайн-соревнования. Онлайн-гонку провели. А как это происходит? Это все, самое главное, без зрителей надо. Ну, Условие было. Масочный режим, соблюдение масочного режима и отсутствие болельщиков, зрителей на трассе, индивидуальный зачет. Вот, каждый выступал, шел на собственный результат, не на командный. Ну, в принципе, сделали такой спринт, осенний стандарт под названием. Вот, ну, понравилось. Посмотрим. Сейчас вот у нас традиционно в мае мы проводим открытие гоночного сезона. Весенний стандарт называется соревнование, это джип-спринт, кольцевая гонка. Вот. именно джипы. Джипы, мотоциклы, Джипы, квадроциклы. Приглашаем всю экстремальную внедорожную технику, если так можно сказать. Ну, то есть по видам там получается, да? Ну, как- делим на классы, да. Да, То есть грубо говоря, как ралли-Дакар, но участвуют все. там, получается, делим на классы, то есть подготовленные машины, нестандартные машины Ну, понятно, ага. и так далее. Так, ну вот мы примерно такими сейчас... Ты порезал, да? Да, я картошку почистил уже все. Надо ее чуть-чуть помыть и все. Ага. Ты ее будешь тушить, ты же говорил, да? В воде. Практически варить. Вот, Алексей, все-таки мне интересно, да? Ты мне ответил на этот вопрос. Как приходит к тому, что вот, ну, ты говоришь, общественной жизнью, деятельностью занимаешься, как ты пришел к тому, что вот, ну, это мое, и я буду этим, посвящу этому свою жизнь? Ну, я так не думал, что я прям всю жизнь посвящу. Я ради интереса. Ага. Первое соревнование, в которых я принял участие, это были гонки в Ленске. Ленск, А как давно это было? 2009 год. Ага. Просто мы же все бытуем мнение, что мы живем на круге географии. Ну, У нас ничего развлечений нету. ага. Так же думаю. Ну и в принципе же мы же все как водители, джиперы. Ну, профессия моя была раньше водителем. Я ездил на ландкрузере, тоже внедорожник, ездили в Анабар и в Оленек. Ну, то есть и переметы были, и все. Немножко машину подготавливали со временем. Купили там резину какую-то с протекторами, какие-то блокировки поставили. Ну. А потом мне говорят, а не хочешь принять участие, выступить на гонке в Ленске? Я говорю, как, у нас есть в Якутии, прямо в Ленске, 240 километров от Мирного, есть какой-то клуб, который организует. Ну да. Ну все, я записался, выступил, занял первое место. Первый раз. Ага. Было 24 автомобиля. Где-то было 6 ленд-крузеров, я тоже на ленд-крузере 80 выступал. И все, и зажегся, заболел. Да, и все пошло-поехало. Потом захотелось, чтобы тут, ну, чтобы у нас такие гонки Да, проходили. и начал продвигать это. Начал бегать по администрации, просить поддержку из подкомитетов. Так все началось. Ну вот, 11 лет уже. Ага. Успешно. А еще мне сказали, что ты автопутешественник. Да, как правило, когда нет соревнований, джиперам же нужно что-то делать. Да. Они есть какие-то путешествия. Ну там, если это на материке, там, или где-то на Байкал, там, да, допустим, или на Алтай. Вот. И наш идейный вдохновитель есть такой, Сыромятников Егор Егорыч, всегда его вспоминаю с благодарностью. Он очень много знает про Якутию, очень много рассказал. И он мне сказал, есть такой поселок Эйк, стоит возле... Эйк. Эйк. Оленьке, по-моему, Да, да? Ленинский район, Шалгонский наслег, да. Возле одноименного озера, 3 на 5 километров озеро Карасевое, огромное. Не хотите туда съездить, только с пользой. Туда приехать, посмотреть, вы же как внедорожники поедете там, по Зимнику, потом свернете. Ну и детишкам на радость о себе расскажете и так далее. То есть новости какие-то в таких отдаленных населенных пунктах хорошо, когда... Информационный повод, как сейчас говорят. Да. Вот. Ага.
И это было наше путешествие, и созрел план такого проекта, назвали мы его «Забытые уголки Якутии». И вот 7 лет подряд, с 2013 года, в 2013 году был первый такой автопробег. Слава богу, вот при поддержке спонсоров, организаций разных и администрации города, компании «Алроса», мы 7 лет подряд сделали 7 экспедиций, уникальных, связанных с историей нашего края. То есть каждый раз новые места, новые совершенно направления? новые места, тем самым как бы расставляя на карте Якутии путешествия этим маршруты, туристические маршруты тем самым. То есть, скажем так, у нас... То есть прокладываете новые маршруты и показываете людям, ну блин, оказывается, тоже можно туда ездить, да? Да. Ну, грубо говоря, так. Да. Так, ну, Да. значит, надо- смотри, нам нужно сейчас это все как-то укладывать, будет картошку тоже кольцами режем и лук. Вот так. Да, мы кладем так, вот, потом рядом кладем картошку кольцом, колечком, потом лук, потом опять рыба. И так мы будем чередовать все. Так, кольцом, ты мне покажи, просто Давай. вот так? Да. Так, чтобы похоже было, да, попробуем. Вот примерно вот так. А, прямо такой этот, Да. сделать стену? Да. И лучок нам нужен тоже. Да, давай ты картошку, давай. Давай, да. Да, а я тебе лук буду чистить. Сейчас поплачу я. Посмотрим. Поплачусь. Насколько он злой. Поплачусь за свою инициативу. Я тебе почищу, а ты будешь там грамотно укладывать. Слушай, ну и где вы были тогда, расскажи. Значит, первый Эйк, да, говоришь? поселок Эйк, это 2013 год. Ездили мы, соответственно, на джипах. Вот. Отсюда. Да, мирный, удачный и так далее. Тоньше сделаю. Так. Потом у нас в 2014 году мы назвали автопробег Кряж-Чекановского в честь, на самом деле, известного, входит в сотню известных географов, первооткрывателей Якутии. Он открывал, скажем так, для царской России, как я правильно понимаю, реку Оленек. Да, делал экспедицию практически на собственные деньги, изучал местность, население, флору, фауну, природу, соответственно, живность, описывал, очень большой вклад внес в географию. И он, значит, также на Лене, дорог раньше не было, он также с каюрами пробивался в сторону Оленька, на реку Лену. И по поверью, значит, они уже на лодке причаливали к берегу, и местное население увидело бородатых дядек. Они же никогда не видели бородатых, русские бородатых. Да. И разбежались, думали, какие-то бородатые Они приехали. не достали луки? Да, ладно. Не успели, да, Не успели. Да. Просто разбежались, Да. попрятались. И вот мы на том месте, вот по преданию, нашли то место, где они там пришвартовались, скажем так. Побывали, нас встречала комиссия, значит, и мы традиционно, когда приезжаем в каждый населенный пункт, дарим мраморную табличку, где там написано. Ну, то есть запечатлеть. Да, и такое как бы достопримечательность городу дополнительная. То есть приезжают, допустим, гости, что могут посмотреть? Вот у нас есть такая табличка. И мы действительно, мы потом вернулись. Мы в прошлом году этот метеоритный кратер Попегайский ездили и проезжали через Оленек. И было приятно опять увидеть нашу табличку. Так, поподробнее. Это вот наша экспедиция, которая была в 2019 году. Мы в 2018 году, я открыл для себя, нашел интересную историю про гнездо огненного орла. Это где упал что космический болид. Да что за это? А это, значит, на Сопке, в Бодайбо, Иркутская область, там поселок Перевоз недалеко. На одной из сопок, значит, как ученые предполагают, врезался космический болид, и получилась такая круглая воронка, и с таким, как в центре, шаром. Так, подожди, это земного происхождения или внеземного? Нет, как метеорит, болид вне земного. Ага. Ну, то есть непонятно, Непонятно, что. как эта воронка могла образоваться такой формы. Ну то есть объяснение именно то, что что-то врезалось в нее. Много гипотез, а конкретно одной версии нет. Ну, конкретно есть же Тунгусский метеорит, ну там конкретный метеорит. Да. Да, а тут вообще непонятно. Непонятно. Вот 12 километров на оленьих упряжках мы по рекам и озерам шли. Это была для меня история интересная. На оленях никогда не шел. Тяжело.
Тяжело, конечно. Я ездил и знаю, Вот. что это такое. Это не просто так. Так, лучок кольцами также. Лучок, давай. Я отойду. Хорошо. Так. Так, скользкий, Скользкий. Скользкий лук. скользкий. Так. Должно у нас получиться так, что пока не развалились кольца. Вот так. Тоже так всё Видишь, вот кладется. так вот. Раз. Раз. Просто все. Раз. Ну, я попридержу, помогу тебе. Ага, давай. А дальше лук тоже. И Рыбу опять то тоже. же самое повторяем. Пока полностью это все дело не Да. закроем. Так, раз. Давай рыбой-то и закроем сразу. Да. Оп, раз. А делается это для чего? Чтобы, ну вот. А для чего делается, я тебе не скажу. Рецепт такой. Да. Потом, да? Секрет узнаем потом. Или Да. вообще секрет унесешь с собой? Не, мы его вместе откроем. Так, сейчас еще картошечку. Так, рыбу сюда положу. Так. Самый главный секрет – это печень. Вот этот, Да, который потом. да. В конце. Угу. В самом-самом конце. Ты наблюдай. У меня потому что в передаче тоже приходили, налима готовили, но не так, по-другому чуть-чуть. Ну, посмотрим, что получится. Прям вот так. Ага. Ну, конечно, каждый же готовит по-разному. Все готовят по-разному. Конечно, каждый да. по-своему. Поэтому и существует слово рецепт. Да. Так, мы. Слушай, а расскажи про спорт. Да, ты же спортсмен еще. Ну да, участник чемпионатов по трофи-рейдам в городе Якутске. 7 лет подряд рьяно ездил каждый год на чемпионат. Вот, но в каком году? Крайний раз я был в 17-м. Взял в классе прота случайно 3-е место, за что получил разряд по автоспорту. Автоспорт. Да. Ага, а там на чем ездил? На джипе тоже? Выступал на УАЗике, на инжекторном, да. Мгм. Там был, значит, этот класс прота, перевели обязательное требование с каркасом безопасности. Мне повезло, у меня был каркас, да, я туда попал. Ну-ну-ну. Вот, там было не так много машин, из-за чего мне повезло, потому что в Якутске ребята очень сильные по спорту, там с ними. как Ну говорится, да, я знаю, что там ледовые гонки и все время все происходит. Да, спорт часто. хорошо развит. Ага. Так, ну у нас вот такая розочка получается. Ну, что-то да, такое. Ага. Я предлагаю сейчас его доложить. Сейчас я вот сюда вот так Докласть? раз, Докласть или доложить? Как правильно по-русски? Я как бы якут, поэтому неправильно могу изъясняться. Доложить. засунуть. Засунуть, да. Правильно. Мы мужики, мы можем как угодно говорить. Да. Главное понятно, да? Да. Слава богу, у нас нет цензуры. Не, я думаю, будет нормально. Так, и еще рыбу вот сюда мы вложим, Да. потому что это же, Да засунем, хорошо. это же реликтовая рыба. Да, реликтовая. Вот. Она еще в ледниковый период существовала, она не изменила свой вид до сих пор. Ага. Так, Так, ну, такое ощущение, что картошки мало, но пусть. Мы из этого рыбой будем наедаться. Я же говорю, всем говорю. подожди. Ага. А давай по краю. А давай. Правильно ты говоришь. Давай. Видишь? Да, Мужская нет, а вот это кухня, тоже. тема на кухня мужская. Да. Как нам нравится, так и делаем. Да, лишь бы было вкусно. Там, как оно выглядит, не важно. Главное вкус. Но выглядит тоже иногда, что в камеру там попонтоваться, что мы типа круто тоже можем. Ага, Не хуже, чем девушки. можем. Да, можем сказать, что что сложного-то, вот красота, да? Но. Вот это. Ну хорошо. Так. Сколько докладывать, столько и мы докладываем. Ой, так. Да, действительно, такая розочка, такая композиция. Рыбный пирог практически Рыбный превращается. пирог, да. Да, рыбный пирог Действительно. практически превращается. Так. Ни воды, ни масла не надо, или что? Это, сейчас это подрежу. Масло не надо, а воду надо обязательно. Воду я подготовил тебе. Да, сейчас Чистая вода. Это вот грязное из-под картошки мы уберем. Кстати, я плиту уже разогрел, она горячая. А я стоит. чувствую, я уже еле терплю. Да, ничего. Да. Вот, для будь жертв. Бог терпел и Да, нам велел. велел. Так. Слушай, ну вот так можно же, да? Да. Пробовать. Как говорится, чтобы сок дала. Так. Теперь чуть-чуть в сторону уберу. Мгм. Мы это поменяем сейчас. Да. Нам сейчас теперь самый главный ингредиент это печень, Ага. которую нам нужно будет сейчас мелко-мелко порезать. Да, я вот так типа Это чуть-чуть. да, это убрать нужно. Сейчас я одну штуку. Давай тогда все это уберу, я вот так чук-чук-чук. Чук-чук-чук. Потому что налим славится именно своей печенью. Ну да. Мы налива ловим,
печень вытаскиваем, отдельно съедаем. Конечно, правильно. И говорите, не было там ее. Да, не было там ее, а налима можем выкинуть прямо. Да. Ну, на севере вообще сразу выкидывают. Ну, говорят, а что, зачем налим, когда есть чир? Так, действительно. Так, ну вот. Так, Ой, какая красивая печень. Давай мы прямо так в камеру это покажем. да. Ребятам, вот, что у нас есть, и вот, что мы сделали. Сейчас, Вот, вот, красотень. красоте. А говорил, не умеешь. Ну, я как профессионал-то не умею, Ну, что, а в тайге-то все, Да. все умеют. если это фото выложить в Инстаграм, скажут, а кто это готовил? Что за Так. фуд-фотограф это делал? Так, теперь наша задача Вот так, да? меленько вообще, да. Чтобы она растворилась и вот так, Вообще, вообще да? мелко-мелко, да. Как можно мельче. Покрошить, да, вот так? Вот, Да. вот, правильно. Прямо это поварскими движениями. Да. Слушай, а вот ралли-рейды, говорите, делаете, да, длинные. Чем там питаетесь С тушенкой. в экспедициях? Ну, как обычно, все просто. Тушенка, Ага, доширак? доширак, Ну. конечно. А Ну, там- готовим, нет, на самом деле, значит, все готовится тоже быстро. В полевых условиях ставится на пол газовая плиточка, ну или там у кого-то есть какая-то подставочка. И все, и водичку вскипятил, картошечку туда, тушеночку ту же самую, морковочку. Все очень быстренько готовится, вкусненько. Ну да, там обычно в горяченько. пути бывает, чтобы время на это Да. не тратить, да, потому что это не отдых, это потому что путь, Да, но это когда же задача. световой день и все Экспедиции, прочее. да, есть миссия, это не туризм. Да, это не туризм, Это да, это экспедиция. не отдых, это там, Да, это труд на самом деле большой. это вам не фигушки воробьям. Да. Да. Ну, то есть не до изысков, да? А Конечно, нет. когда на природу выезжаете, что ты, например, вот, Шашлык. да, самое любимое блюдо шашлык, да? Мое любимое, да, оно самое простое, на природе хорошо естся. А еще И вкусно у нас- получается. Да, а еще у нас мы печем рыбу. Есть такие специальные железные коробки Я тебе помогу с немножко. углем. Уголек поджег и начинаешь ее печь. Дымком она пропитывается и поджаривается таким образом. Ну, ее закрываешь плотно, потом открываешь, она прям вот прям тает у тебя. Очень, очень вкусная штука, простая. Ну, все должно быть просто, конечно, естественно, в полевых Я условиях. так понял, ты сказал, если рыба, то ты ее рыбачишь. Нет, больше люблю, конечно, я охоту, потому что от охоты... Вот с этого момента подробнее. Это у меня Да. всегда бывает такой дежурный вопрос. А ты любишь охоту и рыбалку? Охоту очень люблю, потому Ага. что это очень азартно для меня и очень много адреналина выбрасывается, когда ты выслеживаешь дичь. Ну, на самом деле, признаюсь, мне охота нравится не для того, чтобы добыть, а просто вот выехать сам, Именно, да. увидеть хотя бы, да, как деды учили, увидел следы, увидел где-то оленя далеко. Вот уже получил удовольствие от охоты. Ну, нынче оленя в окрестностях дофига, по-моему. Есть. Есть. Есть да. еще. Так, ну вот мы примерно сделали вот так. Ага. Значит, смотри, давай еще раз немножко подсолим. Да, а потом, если что, добавим. Да. И, значит, смотри, давай вот горошком перец. А есть горошком? Да, Есть. вот. А, нет, это молотый. Молотый? Да. Ну, молотый у нас... я обязательно- И лаврушка. Лаврушку, да, 2 листика ровно. Доставай. Да, а я тогда, правильно. я тогда этим... 2 листика, может 2,5, 3, нет, да, 2, Нет, да? ровно 2. Рецепт. Рецепт. Так, А большой, маленький? Шутка. Так, не знаю. И воды, да? не говори. Я Что, не- заливаем? Ну, я не знаю, это ты Да, твое смотри, блюдо. тихонечко заливаем это все полностью. И буквально минут через 20 это должно быть уже быть готово. А знаешь, как мы узнаем, когда оно готово? Ну, когда она горячим станет. Неправильно. Нет? Не совсем. Да? Горячая Горячая сырым не бывает. Так, и давай буквально пару листиков. Давай, один ты, держи. Давай. Один я так. Раз, воткнем куда-нибудь. Так вот. Ну, так. О. У тебя получилось? Вот. Ну, у меня тоже почти получилось. Блюдо Всё. готово. Ну, Накрываем. блюдо, закладки готово. Да, А перец, ты сказал? я уже, ты уже сделал. я уже поперчил. А, вот же у нас перец Да. стоит. Все. Ставим на плиту. Тут мы немножко берем. Так, и крышечкой нам нужно накрыть.
Так, мы немножко за кадром, за столом убрались, потому что, ну, вы сами понимаете, бардак и все прочее. Нам принесли крышечку, Леш. Да, муку принесли нам. Вот, новую эту принесли. И... Да, ты закрываешь, и ты предлагаешь... Икра осталась, надо использовать. Ну, ты чё, конечно. Все. Давай. Смотри, Ага. давай так сделаем. Муку нам Немножко. принесли. Ага. Так. Я предлагаю это, включить духовку. Давай. Тыкщ, вторую. Смотри, соль, перец насыпем прям туда, в муку. Я Ага, вот так тоже да-да-да. делаю. Сейчас мы это дело обваляем. Угу. Я предлагаю этот поставить. Или это уже, ребята, включили? Нет, это не включили, а вот это включим мы сейчас. Так, Ага. еще. Щепотку еще сюда. И корочку, да? Ну да. Ничего нельзя выбрасывать. Все пойдет. И все будет чугай. Да. Ну, вот у нас Все будет, как мы говорим, просто вкусно. просто вкусно. Да. У Правильно. нас передача называется «Просто вкусно», и у нас должно быть все просто вкусно. У нас должно быть все просто. Да, вкусно. и все просто и вкусно. Да, согласен. Так, ну сейчас нам разогреется. Да. Масло добавим. Масло добавим, Все. подождем чуть-чуть немножко. Так. Слушай, про спортивные успехи мы с тобой поговорили. Про путешествия я еще хочу спросить. Я тоже сам, ну, скажем, не такой, как мощный, да, путешественник, но обычно же как, чем отличается турист от путешественника? Турист, он покупает турпутевку или едет все. Путешественник, он прокладывает сам маршрут. Я люблю часто повторять, даже если ты встал со своего места, сделай первый шаг, может быть, ты начал уже новое путешествие, да? Я, например, ну, сейчас попонтуюсь немножко, я Россию на машине пересек 4 раза. 2 раза перегонял, 1 раз просто мы поехали на чемпионат мира с семьей, сели в машину и по городам. Ну, я за Бразилию болею, иду Бразиль, всегда классно. говорю, да. Правильно. И вот, да, я футбол, вот, например, это вообще моя тема, да. Ты тоже спортсмен. Давай поговорим сначала про путешествие, да. Как ты, ну вот, что бы ты добавил именно вот про то, что я тебе рассказал? Был ли опыт у тебя так? Нет, я хочу, знаешь, что рассказать? Я хочу Ага. сказать, что Якутия, во-первых, не нужно забывать, что она огромная. Ну, И достаточно, ну, во-первых, она уникальна. у нас, Это- по-моему, чуть-чуть надо огонь. Это всем, наверное, понятно, что она уникальна. Да. Да. Вот. И на самом деле очень много интересных мест в Якутии, куда можно поехать. Просто, видишь, об этом мало говорят, надо говорить. Даже на нашем собственном примере, вот 7 маршрутов мы проложили, интересно. Я так думаю, вы собираетесь еще. Есть у нас еще один проект. У нас есть еще один проект, который, рабочее название у него «Правда и мифы Мирнинского района». Вот такое вот загадочное название. Загадочно все. А как вы это все потом освещаете, что-то там YouTube выкладываете, фильмы снимаете? Да, мы снимаем во время, значит, экспедиции, ведем видеосъемку, потом отдаем профессионалам, нашим друзьям, таким как вы, они делают монтаж. Монтаж, да? Ну, то есть таким образом пропагандируете. Да, пропагандируем, просвещаем, показываем нашу Якутию во всей красоте. Я думаю, что пройдут года, вот, допустим, такого поселка, как Анабар, уже нет. Да. А видео есть, как мы проезжали. То есть и так, и каких-то тоже населенных пунктов, может быть, не станет в какое-то время, а видео останется. То есть Видео это для останется. потомков, возможно, будет интересно. Ага. А много народу вот в вашем автоклубе? Единомышленников? Да, единомышленников, как мы называем их, сочувствующих, много. У нас, значит, через клуб прошло порядка 50 человек. Вот. Многие отошли уже накатались. А, ну, Вы- бывает, вы- бывает, выросли, да. выросли. Скажем так, жизненный выбор. Ну, Да. хватит, хорош. Сейчас еще и дорого. Кстати, да. Ну, то есть просто за свои деньги, просто так взять, Да. кататься, ну, Кто-то говорит, убивать машину. да, кто-то убивает машину. Хотя да. убивать нельзя. Задача доехать до финиша, как я говорю. Ее нельзя, ее нужно сберечь. Я сейчас хочу, знаешь что, нам нужен нож, Нож. и мы готовность узнаем в это блюдо. То, что ты говорил. Когда будет готова картошка. Вот Ага. как картошка готова, Брыкс, Всё, и все, да? да. Ага. у нас это блюдо готово. Так, По-моему, здесь тоже. нагревается там? Ну, должно нагреваться, я ее включил. Так. Тут остатки нам этого. Тут, по-моему, сильно кипит, я огонь убавил Да-да-да. чуть-чуть.
Это- Я предлагаю тебе местами поменяться. Все-таки Давай. ты сюда? Ага, вот Правильно. так. Нож это наш тестер на готовность нашего блюда. И смотри, я огонь убавил, но, по-моему, сильно горит все равно. Да. Осторожно. Давай, я тебе салфетку дам. Подожди. Ой, какая красота, смотри. Вай, А запах чувствуешь? Конечно. А. Свежая рыба. Так, ну смотри, вот так картошку будем тыкать, вот так тык. Вот если она Ну, уже... картошку ты правильно сделал, тонко порезал, она Да, очень должна быстро конечно, потому что подготовиться. рыба вообще маха, она уже готова, можно сказать. Конечно, рыбы-то надо 10 минут, чтобы она, по-моему, так. Ух ты пальцы вообще там мощные, нечувствительные. Ну так, сколько уже? Конечно. Так, вот у нас есть. У нас вот что Да, есть. сервировочка. Да. И мы там все Вот сейчас будем. пожарим, положим. Так, ну у нас еще это не готово. По-моему, вот так надо, смотри, проверить. Опа. Надо, может, было, знаешь, мы сейчас давай переставим. О, Хитрость поступил. да. Вот так сейчас с тобой Вот, сделаем. вот что смекалка, да? Да, А тут мы сильный огонь сделаем. вот так. Там, видимо, медленно Она у нас будет нагревается. доходить. И должно быть сытное, полезное Да. и простое. ПП. Сейчас говорят ПП. Да. Правильно. Правильное питание, типа. Простое блюдо. Вот такой вот незатейливый рецепт. Нет, это очень хороший рецепт. Вот так еще и красивый, ты говорил. О, знаешь, масло уже доходит потихоньку. Про спорт. Ты кроме футбола, говорю, что я футболист все время, понятно, да. о футболе. Кроме авто, что еще? Какие увлечения, может быть, спортивные такие, пристрастия есть? До этого достаточно. Да? Конечно. Авто достаточно, да? Авто достаточно. Когда нет соревнований, всегда есть куча времени ремонтировать машину. А ремонтировать машину можно бесконечно. Ну, доводить, тюнинговать. Ну, в футбол-то, наверное, играешь? Не играю. Да? Играл в детстве, очень вратарем был. Ага. Любил на воротах стоять. Так. Чем ты мукой, да? Проверяешь? Или солью? Да, мукой. мука? Я муку чуть-чуть так делаю. Если мука накипает, то есть уже масло как бы это потихоньку уже доходит. Так, подождем еще, да? Ну, можешь бросить, посмотрим. Чтобы сразу. И мы, как говорится, если не попробуем, не узнаем. Тогда пробуем. Да. Так. У нас же не кулинарная... О, О, видал? красота. У нас же не кулинарная передача. Да. Мы берем и делаем. Да. Да. Так, ну вот. Икра у нас так. Поджарится сейчас на маслице. Говорят, надо сразу перевернуть, чтобы корочкой запеклось, Ага, чтобы да. соки остались внутри. Со всех сторон. Да. Правильно. Масло ровно дошло. Как бы тебя так раз перевернуть. Да, нам нужна была подготовка. Ты можешь ножом взять. У нас все, что под руку попадется, мы используем. Ну вот видишь, и второе блюдо из одной рыбы. Практически можно сделать. Обдаривается. Ну что же, Алексей, смотри, у нас икра уже Обжарилась практически с двух сторон. обжарилась с двух сторон. Здорово. Ага. Опа. О, смотрите, красота, да. И я предлагаю все-таки открыть тут. Да, Давай. вот я салфеточку приготовил. Будем посмотреть. Так, проверяем картошку. Да. Наш индикатор. Ага. Ну, уже очень близко. Очень близко, да? Да, я лично предпочитаю немножко картошку не доваривать, что-то твердую, а ты какую? Альденте. Да, Альденте, итальянцы так говорят. Вот. Ага. Чтобы на зубах немножко так тык было. да. И макароны также надо. Да, чтобы- макароны обязательно тоже так надо, потому что так считается полезно. Слушай, как Слушай, мы, да, ой, идет все. Слушай, о еде заговорили, да, вот твое самое любимое блюдо. Что ты в детстве любил? И сейчас поменялись ли пристрастия? В детстве любил. Да, Ты что, в детстве любил? да. А было ли детство? В детстве любил, как все дети, сладости. Ага. Очень сильно. Конфеты всякие. Ну да, мы дети СССР, Сейчас нам не давали. к как этому, будто. да, ровно отношусь. А сейчас люблю оленину. Вот оленина для меня, мне кажется, самое вкусное мясо. А да? еще люблю шулюм из куропатки. Вообще классно. Так, ты же охотник, да?
ты бы создал бы свой собственный рейтинг вот, именно из дичи. Из дичи. Вот, ну, первое ты сказал оленина. Ну вот для меня, может, как не для сильного гурмана, да, Ага. если честно, оленина, сахатина, Ага, второе, так. куропатка. Третье. Ну и пускай глухарь. Четвертое место. Ну вот, рейтинг от Алексея Кныша. Первая оленина, сахатина, куропатка, Глухарь. глухарь. Да. Слушай, ну практически, да, плиту выключим. Плиту, нет, ты можешь ее отодвинуть, Просто отодвинем, да? давай, пускай она доходит. да, а я плиту. Слушай, так ну, отодвиню. у Она нас- на своем жару, мне кажется, она это. ну да. И мне кажется, вот это тоже уже готовченко. Крышку, Где у нас? крышку убираем, можешь. Просто положим. Давай. Раз. Так. Ну, отлично, не пережарили. Вообще, Еще немножко давай. Видишь, давай. С той стороны, чтобы вот такая же красиво, получилась, да, да? такого же цвета. Да. У нас все удачно, тебе везет. Ты, по-моему, везучий. Да. Ты говорил, да, самое главное, нам удачи, да? Первый раз готовишь, и уже вот так клевенько все у тебя Ну, мне получается. просто действительно понравилось блюдо. Я действительно хотел простое, Ага. такое мужское, Быстрое. быстрое. Ну. Вот и все. Я думаю, что будет классно. А из, скажем так, из других кухонь есть какое-нибудь такое предпочтение? Что мы одеда и тем все-таки кулинарное ток-шоу? Ну, понятно, украинскую кухню люблю. Украинскую? Да. Все вкусное, жирное, Да? жареное, все вредное. И горилку. И горилку. И горилочку. Ну, под такое можно и горилочки чуть-чуть. Да. Самогончик. Да, украинская кухня, конечно, очень вкусная. Но она немножко похожа, конечно, да, на русскую, но Не, конечно, похоже, да. Много же перешло из одной культуры в другую, из одной национальности. Все перемешалось. ага. Борщ, да? Да. Борщ. Вообще. Смотрел, слушал по радио, что борщ любят во всем мире, оказывается. Да. Борщ. Смотри. Даже по-английски специальное предложение сделали. Борщ. Да? Да. Ну вот. А знаешь, какой самый лучший борщ? Какой? Вчерашний? Да, Даже? да. Так, давай, может, я надрежу. Где вы там? Проверишь, да? Давай я там на сковородке и сделаю это. Дело Да, проверим, да. на сковородке сделаешь, чтобы он, а вдруг, да? Или все-таки сделаем ал денте? Ну-ка. Готово. Еще- нет, не готово. Не еще готово. А, внутри чуть-чуть, да? чуть-чуть. Да. А может быть сделаем medium rare? Ну, да, тогда будет. Давай тогда. Давай тогда. Да, medium rare, потому что ее теоретически же можно... А вилочку можно попробовать сразу? Или руками будем по-простому? Не-не-не, мы вилочки сейчас попросим. Нам все принесут. Так. И да, мы же все равно, нам нужно ту вытаскивать. Да. И такую шумовку или что-то такое, да? Так, ну, ребята с нашего дружественного ресторана «Пегас» уже нам, смотри, вот принесли вилочки, ножичек, сервировочку. У нас уже и корочка готова, Леш, да? Благодаря твоим усилиям я специально сделал, вот он специально, я для себя кусок сделал, аль денте, чтобы он немножко появился. У нас уже готово твой, ну, я не знаю, давай придумаем ему название. А, Не просто рыбный пирог. Налим в картофеле. Налив в картофеле. От Кныша. От Кныша. Фирменная. Без- От фирменная, да. Давай, сервировать. Так, ну давай. Сервировать. Не, подожди, я знаешь, что хочу? Я хочу какого-то попробовать. Это. А, даже? Можно вот это? Конечно. Кусочек, а давай. А я же вот это хотел попробовать. Отлично. Можно даже больше соли. Ну, для любителя. Мне понравилось. Нормально же? Действительно, как закуска. Очень вкусно. Просто как закуска. Перчика. Так, Сольца. ну что, Давай. рису не боишься? Нет. Я уже как-то доверяю уже полностью. Уже как-то. Уже как-то уже доверяю, да. Так, ну давай. Как говорится, час знакомы. Да. Пойдет или еще положить? Нормально. Давай. Нормально. Это положу тебе. Это тебе. Давай. Повторяю и не устаю повторять. Самая прелесть нашей программы просто вкусно. Да. Это то, что мы, наши гости, пришли и приготовили. Мы это должны попробовать и обязательно съесть. Давай. Потому что действительно это просто вкусно. Ну, давай. Давай. Так, ну, сначала картошку. Нет, а я за рыбу взялся. Сейчас я картошечку проверю. Давай, горячо. Вот картошка мне нравится. Она как раз такая, не разваливает, не пюре. Рыба тебе. Рыба тема. Как на соль.
рыба тема. Нет, соль нормально. Соль же Главное всегда... не пересолить, да. Нет, главное не пересолить, потому что соль всегда можно добавлять. Угу. Готово. И картошка аль денте. Угу. Ой, можно стоять и в эфире просто кушать, молча, ничего Да, не говорить. пускай смотрят. Минут 5, да, и чтобы все слюной давятся, как мы тут мирно зависаем конкретно. Да. Да, Леш, но тем не менее у нас эфирное время-то не резиновое, нам надо прощаться. Но до этого я тебе хочу сказать, что ты так любезно и дружески согласился. Уже вот сейчас общаемся, мы уже как практически друзья. Спасибо тебе, Спасибо. человеческое, мужское, спасибо, что пришел в первый раз. Ну, по-моему, ты соврал. Ну, ладно, это на твоей совести. Видишь, как классно у тебя все получилось. Налим в картошке от кныша. Откныш. От кныш. Не склоняется, да. Да. Спасибо, что вот это все сделал. Все действительно просто и вкусно. И на этом, друзья, мы прощаемся. Привет из Мирного. Я Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». Смотрите нас на Якутии 24. А мы продолжаем кушать.